Здравствуйте, уважаемые зрители и читатели Якутского Саха-информационного агентства. С вами Николай Борисов и рубрика онлайн-интервью. Государственная Дума приняла закон с поправками в Уголовный кодекс о наказании за распространение ложной информации о действиях российских военных, дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации и за призывы к антироссийским санкциям. Документ был принят сразу во втором и третьем чтениях и отправлен в Совет Федерации, где сенаторы его также утвердили. И сегодня у нас есть возможность поговорить с директором компании «Юристы Плюс» Олегом Яхонтовым. Олег Спартакович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в чем разница старой редакции закона о фейках и новых поправок, новой ответственности? Что грозит? Ну, ранее в статьях Уголовного кодекса была ответственность за распространение недостоверной, общественно значимой информации. Это такое было общее такое понятие, куда входили не только антивоенные фейки, но и, например, за ложные сведения о падении курса рубля, о дефолте, какие-либо там паникерские сведения, то сейчас именно в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях именно конкретно за, допустим, в Уголовном кодексе за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации. То есть конкретизирована статья, конкретизирована ответственность, и, соответственно, там определяется тяжесть данных статей и, соответственно, в Кодексе об административных правонарушениях, например, там за поддержку санкций со стороны иностранных государств и так далее. Скажите, пожалуйста, насколько сурова ответственность? Все-таки это Уголовный кодекс уже теперь, насколько понимаем, и вот человек, который получил эту ответственность, что ему грозит в дальнейшем? И вообще, что будет со статьей? Например, если человек, например, скажет о количестве убитых, о том, что идет такая жестокая война, что Россия агрессор, то, соответственно, штраф будет от 700 тысяч до лишения свободы на 3 года. И, соответственно, идут отягчающие обстоятельства, это при использовании служебного положения, совершенной группы лиц. А если имеются и могут появиться жертвы, погибнут действительно люди от данной информации, я не знаю, как погибнут, но там уже до 15 лет. Угу. В старой редакции закона, давайте о ней поговорим. На вашей практике были ли такие случаи в республике и вообще чего они могли касаться? Ну, на моей практике такого не было, но запомнился случай во время лесных пожаров, когда был создан так называемый сайт с припиской «юмористический». Там типа они мелким шрифтом написано, что это юмористический сайт, и там недостоверная как бы информация, просто фантазии авторов. Там они распространили информацию, что Айсен Николаев приказал вырубить все леса, чтобы не было пожаров. Это, естественно, вводит в заблуждение населения, так сказать, побуждает агрессию, побуждает негативное восприятие к власти и так далее. Вот это все, естественно, под прикрытием юмористических каких-то фейковых сайтов это все делается. Поэтому необходимо это пресекать, тем более, когда идет такое экстраординарное событие, когда идет защита, по сути, людей в Украине. Угу. Вот вы как раз упомянули вообще, насколько своевременная редакция этих законов, насколько своевременно приняты эти поправки. Но вообще эти поправки считаются точечными, то есть на период каких-то определенных событий.
Я считаю, что далее данной статьи, когда уже вся эта ситуация с Украиной уляжется, декриминализируется и перейдет либо как административное правонарушение, либо как дисциплинарное. Мгм. Но в то же время сейчас это ответственность до 15 лет. То есть, как будет вот через, ну, когда это все закончится, это рано или поздно все, спецоперация это точно закончится, но когда это все закончится, статья будет декриминализирована. Что будет с теми, кто получил ответственность сейчас? Соответственно, они будут привлечены к уголовной ответственности и будут иметь судимость, но она потом со временем снимется. Но в информационной справке он будет иметь как бы сведения, что привлекался к уголовной ответственности. Ну, то есть закон Но не имеет обратной силы. да, закон не имеет обратной силы, но следует отметить, что председатель Верховного суда Российской Федерации Лебедев всегда выступает за декриминализацию статей Уголовного кодекса. Чтобы меньше было уголовников. Да, чтобы было меньше уголовников по таким, можно сказать, незначительным составам преступления, которое можно просто по административке привлечь. Мгм. Ну, есть ли у вас какие-то мысли, пожелания нашим зрителям, читателям, вообще жителям всей республики? Довольно-таки серьезная ситуация у нас происходит, спецоперация, наши войска несут потери, и как вот поступать стоит? Ну, в данной ситуации, конечно, следует не отчаиваться, молчание золото все-таки. И все, думаю, будет хорошо, все наладится, все придет в свое русло.